Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васильев, я родился и вырос в городе Якутске, ну и здесь постоянно проживаю. На самом деле наш проект изначально задумывался в совсем другом формате. Мне позвонила, семья друзей позвонили и спросили о том, что они хотят организовать такой маленький волонтерский центр. Для этого они арендовали гаражное помещение 100 квадратных метров. И идея была такая, что по субботам приходить и самим волонтерить. То есть, один день в неделю посвятить добрым делам. Мы хотели собирать вещи у населения и выдавать эти вещи нуждающимся людям. Как посредники, да, потому что очень многие, у кого есть ненужные вещи в хорошем состоянии, которые жалко выбросить, они не знают, куда их девать. А люди, которые хотят получить помощь, не знают, откуда его взять. Мы хотели их как-то состыковать. Первая суббота прошла нормально, а вторая суббота это был завал. Нас завалили вещами, нас завалили анкетами, мы создали Google таблицу, его разместили в Instagram-странице, открыли Instagram-страницу. И к нам поступило очень много запросов на помощь, и очень много вещей люди привезли. Мы просто видели то, что работа непочатый край. И работая один день в неделю, мы с этим никак не справимся, и это будет капля в море. И тут же пересмотрели концепцию вообще работы, и было решено открыть полноценный центр гуманитарной помощи, который будет функционировать 5 дней в неделю с постоянным работником. Как-то так это и началось. Аренда, зарплата, это полностью легла на плечи тех, кто нас основал. Это семья Цвинцицких, Семен и Марина. Это предприниматели, мои друзья. И они все расходы полностью взяли на себя. Основные проблемы, наверное, это то, что нуждающихся очень много. Это основная проблема. Вторая проблема, наверное, то, что, допустим, нам зимой не хватало определенных вещей. Зимой не хватало нам очень сильно теплой одежды. Не хватало обуви, преимущественно мужской обуви очень не хватало теплой. Не хватало теплых курток, пуховиков, такого плана вещей каких-то. Это основные, наверное, сложности. В команде нас на самом деле довольно много. Я постоянно присутствую. С 11 до 5 я постоянно на работе, кроме каких-то экстренных выездов. А так нас человек 10, наверное. Примерно так. И волонтеры приходят, помогают. За что им очень большое спасибо, потому что наша работа полностью построена на работе волонтеров. Потому что, как вы понимаете, такой большой объем работы, 2 человека, они не смогут на себе тащить. И даже успевать не будем, и уставать будем. Так, мы начали работу 5 сентября, открылись, потом был перерыв 2-недельный на переезд в новое помещение побольше. С сентября мы помогли примерно чуть больше 1500 семей получили помощь. Не людей, а семей. В день примерно получает помощь от 20 до 40, в зависимости от дня недели, от погоды. Допустим, зимой в самые лютые холода людей было чуть поменьше. 15-20 семей приходило. А сейчас, конечно, побольше. Доходит до 40, больше 40 семей приходит ежедневно. В день, допустим, если посмотреть статистику, наверное, мы чуть больше 20, наверное, получили. Мы не считаем по вещам, мы взвешиваем, потому что нужна хоть какая-то статистика, да? Не для того, чтобы видеть, скольким людям мы помогли, а чтобы видеть эффективность нашей работы. То есть, если показатели падают, значит, мы делаем что-то не так. То есть, надо пересмотреть эту концепцию работы и немножко поменять. Наверное, один из самых первых, это, почему я его запомнил, потому что, наверное, он был один из самых первых таких. Обратились к нам в центр репродукции, беременных, да, и сообщили, что у них находится кризисная беременная, у которой нету элементарно каких-то вещей.
чуть ли не там зубной щетки нет. Мы собрали ей вещи, начиная от бытовой химии, заканчивая кроваткой. Собрали подгузники, детскую одежду, там, до примерно 3-4 месяцев, насколько я помню. На выписку вещи, да, вот это все. Кроватка, матрас, все вот это постельное, одежду, все вот это вот мы собрали и отправили. И потом через пару дней, наверное, оттуда позвонили психолог и сказала, что эта семья, оказывается, она хотела отказаться от ребенка, потому что у них не было возможности не выписать ребенка, ни как-то вот в первое время там, обеспечивать элементарными вещами, да, вот той же одеждой. И после того, как они получили помощь, они решили оставить ребенка в семье. То есть ребенок остался в семье. Это такая на самом деле какая-то, грустная история, на самом деле, да. Но она мне очень сильно как-то в душу запала. Я увидел, что наш город Иркутск, оказывается, город неравнодушных людей, потому что мы получаем колоссальное количество вещей, там, продуктов каких-то от людей. Вот мы, например, в Инстаграм-странице делаем декады или неделю, допустим, когда у нас заканчивается детское питание или продукты, или какие-то там зимние вещи, мы в Инстаграме пишем, что вот эту неделю мы собираем детское питание, или там подгузники, например. И люди начинают их приносить. Причем они приносят, видно, что они вот пошли в магазин и купили вот там, прям пакетами приносят, за что им очень большое спасибо. Помощь ближнему – это проявление добра, это по моему мнению. Наш мир состоит, как говорится, вечная борьба добра и зла, да? И мне кажется, добро начинается вот с таких маленьких каких-то вещей. Даже человек, если он принес какие-то вот свои там старые вещи, да, но они в нужный момент кому-то оказали какую-то поддержку, и, может быть, это было каким-то толчком. И человек обретает, не то чтобы смысл жизни, а какую-то, как бампер, да, вот, возможность там выйти работать. Допустим, у него нет теплых вещей, и он не может пойти работать дворником, допустим. Он получает обувь зимнюю, там, куртку, штаны теплые, и у него уже появляется возможность выйти и работать на улице, пойти там подметать улицы. Соответственно, у него получается зарплата, да, там, возможность кормить детей и все такое. И из таких маленьких вещей на самом деле складывается вот это вот. Чтобы добро победило, нужно делать добрые дела. Будьте добрее друг к другу, помогайте друг другу, и неважно, как вы оказываете помощь. Не обязательно это делать через нас. Мы просто как площадка для того, чтобы люди встретились. Если вы знаете, кому нужна помощь, и у вас есть возможность эту помощь оказать, пожалуйста, оказывайте помощь. И я бы хотел еще немножко сказать о таком. Вот у нас есть на работе два принципа. Первый принцип звучит так: помогай и не осуждай. То есть человеку, попавшему в трудную ситуацию, о нем не надо рассуждать, почему он в эту ситуацию попал, да, там, что там, осудить, что он сам до этого дошел, там неправильно сделал, там где-то это. Просто если человеку нужна помощь, просто нужно помочь и не осуждать его. А второй принцип – это помог и забыл. То есть добрые дела должны делаться не ради благодарности, ради спасибо, а просто чтобы сделать доброе дело, чтобы помочь. Мне кажется, тогда и человеку, который оказывает помощь, будет легче. Потому что были случаи, что человек оказывает помощь, он что-то ждет, да, что будут его благодарить, да, что как-то, какие-то слова ему скажут, какие-то действия человек помощь получил, сделает. А когда он этого получает, он какой-то осадок остается. Разочаровывается в добрых делах, может быть. Поэтому надо помнить, что делая доброе дело, вы это делаете ради доброго дела.